62-летний мужчина погиб, переходя вечером проезжую часть недалеко от поселка Новые Салмычи. Его на неосвещенном участке дороги сбила «Лада Приора». Он переходил в неположенном месте. Но жители поселка рассказали Айрату Назипову, не нарушать невозможно. Пешеходного перехода там просто нет. Фонари горят далеко не везде, и жизнью рискуют все. 62-летний мужчина шел домой, нес продукты. Дорогу перебегал на свой страх и риск. Пешеходного перехода рядом нет. Одну половину проезжей части преодолеть успел. На второй его снесла «Лада Приора». После наезда машина вылетела в кювет. Водитель автомобиля «Лада Приоры», двигаясь по автодороге к поселку Куйков, направлении города Казани, недалеко от поворота поселка Новые Салмычи, совершил наезд на мужчину 58 года рождения. Мужчина переходил дорогу в нарушение правил дорожного движения, не убедившись в безопасности перехода проезжей части. Мужчина проходил проезжую часть в темной одежде, без светоотражающих элементов. Спасти пешехода медики уже не могли. Он скончался на месте происшествия. То, что погибший сам нарушил правила дорожного движения, ни у кого сомнений не вызывало. Однако с какой скоростью двигался водитель «Лады Приора» еще только предстоит установить. После наезда у легковушки практически отсутствовало лобовое стекло. Увидеть пешехода водителя «Лады» было весьма проблематично по нескольким причинам. Во-первых, здесь отсутствует освещение. Во-вторых, на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. И в-третьих, водителя могли ослепить фары встречных машин. Вскоре к месту трагедии стали приезжать местные жители. Они рассказали, что не сомневались, трагедия рано или поздно произойдет. Пешеходного перехода там, где людям удобно, нет. А фонари хоть и установлены, но освещают дорогу лишь частично. По поводу вот этого перекрестка на Новые Салмычи, здесь очень часто аварийные ситуации происходят, так как освещение стоит, но оно не включено. И писали уже много куда, но почему-то реакции нет. Столбы стоят, фонари стоят, но не светятся. Автобус едет со стороны Куйков, останавливается. И дети, и взрослые переходят, но сами посмотрите, какой поток машин идет, а никого не видно, тем более в ночное время. По факту наезда следователи возбудят уголовное дело и установят степень вины 34-летнего водителя «Лады».